Здравствуйте, в студии Кристина Якупова. Предлагаем вашему вниманию брифинг по эпидобстановке. Узнаем, сколько человек заразилось коронавирусом в Якутии за минувшие сутки и меров против инфекции. Предлагаем послушать. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Расскажите о текущей эпидситуации в республике, пожалуйста. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. Необходимо обратить внимание, что с марта 2020 года принят указ главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева о введении режима повышенной готовности, который по сути называется режим пред-ЧС, на основании которого глава Республики Саха-Якутия обладает полномочиями по принятию ряда нормативно-правовых актов, в том числе направленных на которые могут подразумевать ограничение некоторых прав и новые правила поведения. В связи с этим, руководствуясь федеральным законом о чрезвычайной ситуации и руководствуясь соответствующими полномочиями, были приняты решения главой Республики Саха-Якутия связанные с ограничением входа в места массового скопления граждан на территории Республики Саха-Якутия, по которому установлено, что подобного рода входа осуществляется на основании системы QR-кодов. QR-коды предоставляются двум категориям граждан, к которым относятся прежде всего граждане, переболевшие в течение последних 6 месяцев новой коронавирусной инфекции, и граждане, получившие соответствующий QR-код в результате вакцинации. На территории республики вакцинация непосредственно осуществляется достаточно сегодня с высоким набранным темпом. Это дает нам основание говорить о том, что сами по себе и темпы прироста заболевших, они снижаются. На настоящий момент, по данным Управления Роспотребнадзора, выявлено 290 новых случаев новой коронавирусной инфекции в городе Якутске. Это 139 случаев. Осложнилась немного ситуация в Алекминском районе, но ряд мер, безусловно, главой района, оперативным штабом и главным врачом приняты. Это 17 заболевших. В Амгинском и Нерюнгринском районе по 14, в Мегино-Кангаласском 12, в Алданском 11, в Хангаласском 10, в Ленском и Салданском по 8. От 1 до 7 случаев зарегистрировано в 14 районах республики. На настоящий момент, соответственно, ведется медицинское наблюдение тех граждан, которые имеют соответствующие признаки новой коронавирусной инфекции, и определяется в том числе и круг их контактных лиц для того, чтобы, соответственно, ими соблюдался в обязательном порядке режим самоизоляции. По информации медицинских организаций республики, в республике фиксируются случаи тогда, когда граждане не обращаются за медицинской помощью, в связи с чем осложняется в последующем и их лечение, тогда, когда непосредственно человек находится на больничной койке уже изначально в тяжелом состоянии. В целом, на лечении медицинских организаций в тяжелом состоянии сегодня количество пациентов уменьшилось, 152 пациента, на ИВЛ находится 43 больных. Наиболее напряженной эпидемиологической ситуацией является ситуация в Нюрбинском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском, Татинском, Сунтарском, Алекминском и Хангаласских районах. Руководством оперативных штабов этих районов принимается решение об введении ограничений, связанных с обучением граждан, об обучении детей, нахождении их в детские сады. На 10 ноября 2021 года в республику поступило 528 тысяч доз вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции. Получили первую вакцину уже сегодня 424 112 человек, что составляет 59,2% от взрослого населения республики. Достаточно активными темпами в республике идет ревакцинация граждан. Это прежде всего на ревакцинацию должны прийти те, кто переболел по истечению 6 месяцев, и те, кто привился также по истечению 6 месяцев. Получили первую вакцину у нас среди лиц старшего возраста 81 128 лиц старшего возраста. Это составляет 57% от общего количества лиц старшего возраста старше 60 лет в нашей республике. Необходимо обратить внимание, что ограничения установлены для лиц старше 60 лет невакцинированных, которые в обязательном порядке должны либо работать на удаленном режиме работы, либо же, непосредственно по решению работодателя
решать вопрос, значит, по продолжению работы, исходя из условий организации и, соответственно, не нарушая материальное положение работника. Необходимо сегодня обратить внимание, что, конечно же, введение QR-кодов вызывает ряд вопросов у граждан республики. И, безусловно, на все вопросы сегодня мы отвечаем как через соответствующие, значит, социальные сети главы оперативного штаба Министерства здравоохранения, для того, чтобы снять эти непосредственно, значит, проблемы, которые возникают, и разъяснить это гражданам. Сегодня необходимо обратить внимание, что даже небольшой локдаун говорит об уменьшении количества тяжелых на койках в наших медицинских организациях. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по эпидобстановке, а мы идем далее и переходим к выпуску новостей. И вот его главные темы. Якутия сохраняет лидерство по низким показателям среди регионов Дальнего Востока по преступлениям. День сотрудника органов внутренних дел отметили в республике. Крупнейший на Дальнем Востоке венчурный фонд заработает в республике до конца года. Инвестиции в проект составят 10 миллиардов рублей. В Байхале строят новый этнокомплекс. Там жители поселка будут праздновать национальный праздник ИСЭХ. Сегодня в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Главный профессиональный праздник тех, кто стоит на страже правопорядка и безопасности граждан нашей страны. Знаменательную дату республика встречает снижением уровня преступности. По итогам 10 месяцев Якутия сохраняет лидерство по низким показателям среди регионов Дальнего Востока, в том числе по тяжким и особо тяжким составам преступлений. Это в первую очередь благодаря профилактическим мероприятиям, проводимых сотрудниками ОВД. Помимо этого, отмечается улучшение раскрываемости практически по всем видам преступлений. Так, республика входит в десятку лучших регионов страны с наибольшей раскрываемостью IT-преступлений. Отличную проделанную работу отметил и сам министр внутренних дел по Якутии Владимир Прокопенко. Он поздравил свой большой коллектив с профессиональным праздником, вручил благодарственные письма и нагрудные знаки особо отличившимся сотрудникам. Я хотел бы сегодня поздравить всех наших сотрудников с этим профессиональным праздником, действительно праздником народным. Поздравить наших дорогих ветеранов, которые стояли у истоков становления и развития службы милиции, полиции в нашей республике. Пожелать всем крепкого здоровья, семьям сотрудников, которые всегда ждут своих мужей, сыновей, жен с работы, потому что у нас ненормированный рабочий день, приходится задерживаться на службе. Всех с праздником, всем удачи, терпения и, самое главное, здоровья. Лидирующие позиции занимает Амгинский район Якутии. По результатам оперативно-служебной деятельности в отделении МВД России района насчитывается 63 штатные единицы. За эти годы многие сотрудники Амгинского отделения удостоены звания полковника и по сей день работают начальниками отдела в других районах республики. Помимо работы, амгинские полицейские активно участвуют во всех спортивных и культурных мероприятиях республики и района. Также еженедельно проводят методологическую помощь и профилактические беседы в общеобразовательных организациях. На территории Амгинского района с несовершеннолетними не было совершено преступлений, также административных правонарушений. В дальнейшем мы тесно работаем с теми несовершеннолетними, которые состоят на учете профилактическом, со школами, с образовательными организациями, также с детскими садами, нами, сотрудниками полиции, инспекторами ПДН. Еженедельно проводим профилактические беседы о недопущении правонарушений, также совершении преступлений. В Якутии до конца года начнет работать крупнейший венчурный фонд на Дальнем Востоке «Восход», создаваемый при участии компании «Интеррос». Об этом сообщил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. В качестве приоритетных направлений деятельности будут рассматриваться высокотехнологические проекты по таким направлениям, как зеленые технологии, экологический мониторинг и безопасность, возобновляемые источники энергии, цифровые технологии и медицина. Не останутся в стороне и образовательные технологии.
Мы сейчас готовимся к рабочей поездке очередной, она начнется с понедельника. Будем в том числе в Якутии. Мы уже договорились вместе с Алексеем Олеговичем, что мы посмотрим работу венчурного фонда на территории Якутии. Он еще только создается, но это такая для нас очень важная часть конструкции по развитию Дальнего Востока. В Якутии достаточно активная молодежь, которая занимается именно высокими технологиями, цифровыми технологиями. И мы считаем, что Якутия – это одна из тех территорий, где мы можем начать работу фонда «Восток» вот уже в практике. Айхальцы отпразднуют Исэх 2022 года в новом этнокомплексе. Сейчас жители могут предложить название для места отдыха. Этнокомплекс строится в 3 километрах от Айхала. Проект территории разработали якутские архитекторы и художники. Вскоре на месте установят композиции «Баянай» и «Древо Ал-Лукмас». На стройку Алроса направила 1 600 000 рублей. Объект станет подарком жителям в честь 60-летия поселка. Стройку осмотрела Айсан Николаев во время рабочего визита в Мирнинский район. Министр по физической культуре и спорту региона Иннокентий Григорьев с плановым визитом посетил республиканскую школу по зимним видам спорта. Он провел личную встречу с игроками хоккейной команды «Полярные волки», которые на прошлой неделе представили республику на всероссийском турнире в Сочи среди спортсменов 2013 года рождения. Напомним, во время турнира случилась массовая драка, инициаторами которой выступили сочинские соперники. Министр посоветовал юным спортсменам не реагировать на подобные провокации и концентрироваться на игре. Кроме того, министр обсудил с руководством школы поставку различного оборудования, которое с этого года в рамках нацпроекта «Спорт. Норма жизни» поступает в регион. Так, в скором времени ожидается дополнительная поставка силовых тренажеров, хоккейных ворот и оборудования для заточки коньков. В программе развития хоккея шайбой получаем много оборудования. В этом году мы получили на 25 миллионов инвентаря оборудования, в том числе и холодильное оборудование. Я ознакомливаюсь, как это идет у нас поставка, как все это реализовывается. Ну, попутно, конечно, посмотрю, как у нас тренируются детишки. Наши полярные волки, которые нашумели в Сочах, скажем так, да. Ну, посмотрим, как настроение, как и у них планы какие. В принципе, у нас по хоккею шайбой на Дальнем Востоке команда неплохая по всем возрастам. Я думаю, вид спорта хороший хоккей, воспитывает настоящих мужчин, защитников Родины. Поэтому этот вид спорта мы развиваем.